1000 машин в год должны выходить из сборочных цехов чувашских предприятий концерна «Тракторные заводы». Сегодня в Чебоксарах встретились руководители Внешэкономбанка и машиностроительного холдинга, чтобы подвести первые итоги программы финансового оздоровления одного из крупнейших предприятий республики. И, пожалуй, это совещание можно назвать главным событием дня. Светлана Позднякова о перспективах работы концерна. 5 месяцев полет нормальный. В цехах тракторного завода снова гудят станки. Возвращаются заказчики, которые верили, что завод снова начнет работу. Я очень благодарен нашему трудовому коллективу и нашему профсоюзу, и всем нашим учебным заведениям Чувашии, которые нас поддерживали. И должен вам сказать, коллеги, в Чувашии работать в этом смысле намного легче, чем в других регионах, где находится концерн, потому что у вас присутствует здоровый национальный патриотизм. Это действительно правда. Здесь есть желание всей республики, совершенно для меня очевидное, сохранить завод, потенциал, кадры и работать дальше. Непростых историй в летописи завода было немало, но, возможно, самым сложным оказался прошлый год. За ситуацией на концерне пристально следили и в правительстве республики, и на федеральном уровне. Этот вопрос, на самом деле, я хочу это подчеркнуть. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович держал под контролем. Председатель наблюдательного совета ВЕБа держал под контролем. Мы здесь с трудовым коллективом в постоянном диалоге находились, с собственниками, с нанятыми менеджерами и не приукрашивали ситуацию. Общим итогом стала программа финансового оздоровления концерна. Для стабилизации финансового положения ВЭБ предоставил предприятиям почти 4 миллиарда рублей. Около 700 миллионов были направлены на погашение долгов по зарплате. Открыта кредитная линия на пополнение оборотных средств. За 5 месяцев этого года объем выручки уже увеличился на 40%. Контроль за предприятием остается за нынешними акционерами. По предварительной оценке представителей Внешэкономбанка, уже во второй половине года предприятие должно стать рентабельным. Для Внешэкономбанка не важно, кто владеет. Важно, чтобы были рабочие места, были сохранены компетенции, развивался производство внутреннего продукта в стране, чтобы платились налоги и чтобы у нас с вами прирастал ВВП. Поэтому мы все здоровые силы, а мы считаем, что акционеры – это самые здоровые силы вместе с трудовыми коллективами, как основными стейкхолдерами, с которыми надо идти вперед. Но это движение должно быть системным, оно должно осуществляться вместе с нашими заказчиками и всеми смежниками и поставщиками, которыми мы решаем задачу. Просто залить финансовыми ресурсами любую проблему, это как все равно, что бензин заливать в костер. Нам надо это делать, надо заливать не в костер, а в бак. На предприятии сохранена производственная база и кадровый потенциал. Но руководители уверяют, что в самое ближайшее время им понадобится еще около 1000 новых специалистов. В Чувашии у нас очень мощный кластер. Я не знаю сегодня, где в Российской Федерации есть сегодня в наличии завод, как Чебоксарский агрегатный, Промлит наш, Промтрактор, безусловно. И коллеги сегодня еще пойдут смотреть Промтрактор-вагон еще раз. Будем делать все для того, чтобы на чувашской земле этот кластер, мощнейший в России, работал, развивался и давал то, что необходимо нашей Российской Федерации. Светлана Позднякова, Виктор Степанов. Вести Чувашия.